Здравствуйте! Мы продолжаем работу на площадке пресс-центра Абхазского телевидения. В связи с тем, что на прошлой неделе особенно обсуждаемым был вопрос финансового обеспечения граждан, мы пригласили в нашу студию министра финансов Владимира Делба. Здравствуйте, Владимир Валерьевич. Добрый день. Здравствуйте, коллеги. Приступим к работе. Информация, озвученная на прошлой неделе премьер-министром страны относительно того, что бюджетникам не будут выплачены зарплаты, стала хоть и предсказуемой, но достаточно неприятной новостью для жителей Абхазии. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, с чем связана подобная ситуация. Спасибо. Прежде всего хотелось бы сказать, что вирусная пандемия, охватившая всю мировую экономику, несомненно и коснулась экономики нашей страны. Если прежде экономические параметры, сама экономика могла оцениваться на основе негативных показателей социально-экономического развития, то в настоящее время такой подход, безусловно, уступил обсуждению поддержки механизмов и объемов экономики. Несомненно, в таких условиях, в которых сегодня находится весь мир, еще раз повторюсь, безусловно, и наша страна, привело к тому, что мы оцениваем значительное снижение внешнеторгового оборота. Приняты ограничительные меры по защите здоровья населения от COVID-19, естественно, не могли не затронуть одну из самых главных сфер экономики, туристическую, которая наполняла не только государственный бюджет, но и экономику в целом. В этой связи вся бюджетная система наблюдает значительные колебания по уровню доходной базы. По нашим оценкам, достаточно скорректированным уже с учетом прошедшего времени, мы прогнозируем общее снижение валового внутреннего продукта более чем на 10%. Ну и, наверное, самое важное, это производная от уровня валового внутреннего продукта, это возможное снижение объемов собственных доходов государственного бюджета, которые могут достигнуть 2 миллиардов рублей. Несомненно, в таких условиях повышаются риски финансового обеспечения основных задач и функций государства. К примеру, за прошедшие 5 месяцев, с января по май месяц, если относить все поступления в бюджетную систему к аналогичному периоду прошлого года, бюджет не получил всего 37 миллионов рублей. И в таких условиях это оценивалось как успешное. Но я вам хочу сказать следующее, что за 17 дней, по сегодняшний день, за 17 дней июня, такой разрыв нарастился еще на 75 миллионов рублей. То есть это несопоставимый уровень потерь доходов, если в течение 5 месяцев он всего на 37 не достиг, то только за 17 на 75. И таким образом мы уже с начала года имеем значительное выпадение, более 109 миллионов рублей. С учетом того, что наш бюджет был принят с значительным дефицитом, добавляя, безусловно, уровень выпадения доходов, мы прогнозируем значительный его рост дефицита. Конечно, это создает предпосылки для того, чтобы в ближайшее время, наверное, произвести коррекцию всей бюджетной политики нашей страны. В этой связи хотелось бы отметить, что, несомненно, есть риски в обеспечении основных, или, как мы их называем, защищенных расходов государственного бюджета, которыми являются выплата заработной платы и приравненных к ней выплат, социальных пособий, пособий отдельным категориям граждан. Стабилизация государственного бюджета, на наш взгляд, очень важный этап в сложившихся условиях. Естественно, руководство страны нашей обращало на это внимание, и я хочу вам сказать, что 12 июня текущего года был издан
издано распоряжение президента о некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы в период распространения коронавирусной инфекции, в котором были определены приоритетные направления финансирования расходов, даны конкретные поручения правительству Республики Абхазия о установлении конкретных мер по стабилизации всей бюджетной системы. В этой связи нам хотелось бы еще продолжить меры, которые сегодня уже принимаются и Министерством финансов, и финансовыми органами в районах. Это такие меры, как повышение эффективности бюджетных расходов, усиление контроля за целевым использованием средств, повышение уровня администрирования доходов. Именно вот эти меры приводят к показателям, о которых я говорил ранее, а именно за 5 месяцев текущего года. Вот основные, наверное, причины, по которым сегодня осуществляется задержка, вы совершенно правильно сказали, отдельным работникам бюджетной сферы. Скажите, по какому принципу они вообще подразделяются? И какой график установлен? Как будет происходить выдача? Дело в том, что у нас несколько уровней бюджетной системы, и самый большой уровень, разумеется, самый первый, основной уровень, это республиканский бюджет. Расходы республиканского бюджета, естественно, несопоставимы со всеми расходами вместе взятыми бюджетной системы, в том числе и по фонду оплаты труда. Здесь хотел бы сказать для информации, для сведения, что месячный фонд оплаты труда по всей республике работникам бюджетной сферы составляет порядка 300 миллионов рублей. Это достаточно весомая цифра, которая ложится в 47, более 47% от общих расходов нашего бюджета. Мы соотносим такой показатель, не учитывая средства инвестиционной программы социально-экономического развития. Какая приоритизация стоит? График выплаты заработной платы на июнь месяц теми средствами, которыми мы располагаем, осуществляется в том же порядке, в котором и был прежде. То есть сегодня за счет средств непосредственно республиканского бюджета обеспечиваются расходы на обороноспособность страны, на правопорядок. И это прежде всего. На сегодняшний день мы готовимся к финансированию расходов работникам бюджетной сферы в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Общий объем расходов, который составляет более 200 миллионов рублей. Какие-то сроки можно обозначить? Ну, мы полагаем, что это произойдет в ближайшее время, на что мы очень надеемся. Мы сами, естественно, прилагаем, еще раз повторюсь, все усилия для того, чтобы мобилизовать все законные доходные источники в бюджет и за счет них, естественно, выплачивать заработную плату. Здесь, уважаемые журналисты, я хотел бы отметить, что несмотря на то, что показатель в 47% от общих расходов занимает заработная плата, фактически сегодня, на сегодняшний день, с учетом условий, в которых мы находимся, заработная плата по отношению ко всем расходам бюджета составляет от 70 до 95%. То есть расходы на эти цели являются приоритетными. И среди них, разумеется, и находятся расходы на выплату пособий и аналогичные расходы. Спасибо. Коллеги, вопрос. В социальных сетях очень многие писали о том, что, видимо, неправильно истолковав слова премьер-министра, о том, что зарплата за июнь и июль выплачиваться не будет. Если мы правильно поняли, она будет обязательно выплачена всем бюджетникам, просто может быть, как бы с некоторой отсрочкой.
если мы правильно поняли. И вот прокомментируйте, пожалуйста, еще раз. А теперь, что касается непосредственного вопроса. За какой месяц сейчас идет выплата заработной платы? Это первый вопрос. За май или вот уже где-то начинается июнь? И второй вопрос, как обстоят дела с российской финансовой помощью? Поступает что-то, не поступает, в каких объемах? По линии инвестпрограммы или социально-экономического развития? Вот немножко поподробнее, если можно об этом. Естественно, обязательства государства по выплате, они сохраняются. Возможно, они будут подлежать именно временной корректировке с учетом обстоятельств, в которых мы находимся, замедление ожидаемых доходов, связанных с известными причинами. Вот. Ну, я так полагаю, что мы справимся, и здесь духом падать не надо, не будем сгущать краски. Мы все готовимся к лучшему развитию событий. Вот если так. Что касается средств российской финансовой помощи. Как известно, стороной в договоре о порядке оказания российской финансовой помощи Республике Абхазия присутствовал федеральный орган исполнительной власти, Министерство по делам Северного Кавказа. После его упразднения эти полномочия переданы Министерству экономического развития, в связи с чем, несомненно, как это бывало и раньше, происходит передача полномочий от одного министерства к другому. Соответственно, нужно было перезаключить действующие соглашения и другие согласительные мероприятия провести. На сегодняшний день они полностью закончены, и мы в ближайшее время, естественно, ожидаем поступления российской финансовой помощи, которая будет направлена на цели, которые предоставляются при ее оказании. Можно внести одно уточнение? Скажите, насчет вопроса заработных плат. За какой месяц все-таки сейчас осуществляются выплаты? Заработная плата работникам бюджетной сферы погашена, значит, за апрель месяц полностью. Сейчас начата выплата заработной платы за май текущего года. Спасибо. Пожалуйста. Виталий Шария, «Эхо Абхазии». Ну вот я хочу перекинуть такой логический мостик из прошлого вопроса. Я тоже иногда иду по улице, подходят какие-то люди, спрашивают, когда закончится эта болезнь, когда откроют границу. Но я, естественно, такой вопрос не собираюсь задавать. Но интересно, поскольку это действительно волнует практически всех, 20 тысяч населения у нас занято в турбизнесе. Вот просто хотелось бы хотя бы приблизительно иметь представление при наилучшем сценарии, если действительно будет полноценный туристический сезон, и если его не будет вообще, что тоже нельзя исключать, сколько республика потеряет денег, ну, учитывая, конечно, там и теневая экономика, мы знаем, присутствует, но вот как бы можно было бы оценить вот эти два варианта? Спасибо. Спасибо. Я сразу оговорюсь в отношении теневой экономики. Статистическое наблюдение мы не ведем за этим, поэтому я не могу этот уровень оценить, несомненно. Вот только что мы говорили о возможных потерях государственного бюджета в таких условиях, в которых мы сейчас находимся. Здесь достаточно объективно можно оценить уже уровень. Но это, безусловно, объем, который составляет там, до 2 миллиардов рублей. Это, конечно, очень важно, что мы об этом говорим. Но, на мой взгляд, не менее важнее, сколько потеряет бизнес, сколько потеряет предпринимательство. Дело в том, что заработанный доход, из которого уплачиваются налоги в бюджет, ну, условно скажем, в объеме совокупном в 15%, бюджет их не получит. Но 85%, что самое главное, не получит предприниматель. Вот где тоже есть большая опасность. И здесь, конечно, над этим надо
предметно подумать, обсудить, и этим занимается руководство страны ежедневно. Я здесь бы хотел отметить, что в целях недопущения таких кризисных ситуаций 12 июня было издано распоряжение президента об отдельных мерах по поддержке субъектов предпринимательства, в которых также были даны конкретные указания разработать ряд мер правительству по поддержке, которая, на наш взгляд, будет выражена в продлении сроков разрешительных документов, включая лицензии, возможно, внесение в закон Республики Абхазия о даче полномочий продления сроков тех же разрешительных документов на трудовую деятельность иностранных граждан. Ну и самое, наверное, масштабное – это изменения, которые могут коснуться, либо поддержка, которая будет оказана через налоговую систему нашей страны. Это предоставление отсрочек, рассрочек, отмена отдельных видов авансовых платежей, ну и другие меры поддержки. Спасибо. Вот тут хочется поговорить о налогах более конкретно. Да? Согласно отчету, который предоставило Министерство по налогам и сборам, план по собираемости выполнен за первый квартал приблизительно на 97 с чем-то процентов. Да? Скажите, пожалуйста, эти средства были собраны, насколько нам известно, за счет задолженностей, да? То есть они должны были быть собраны еще в апреле, это правильно? И еще такой вопрос, скажите, как разнится собираемость налогов зимой и летом, да? То есть в конце сезона, можно уже так, да? Да, благодарю вас, очень хороший вопрос. Несомненно, уровень собираемости, я больше даже скажу, за 5 месяцев текущего года, он достаточно высокий. Конечно, мобилизация доходов, включая задолженности прошлых лет и задолженность первого квартала, помогла достигнуть таких результатов. Но вместе с тем мы все понимаем, что доходы бюджета нашей страны формируются исходя из сезонности предпринимательской деятельности. Да? И сегодня мы, когда оцениваем результаты 5 месяцев, мы можем сказать о том, что 97% безусловно в таких условиях очень хороший показатель. Но я ранее говорил, что уже только за 17 дней мы потеряли огромное количество, то есть уже минус 37 от прогнозных показателей. Это говорит о том, что бюджетное задание, которое определяется фискальным органом, в частности Министерству по налогам и сборам, за июнь-июль гораздо выше, чем за первый квартал. И, соответственно, поступление, когда меньше, теперь уже будет уровень соотношения тоже снижаться. Вот причины, которые привели к таким показателям. То есть по соотношению вы сейчас тоже ответили, да, расшифровали? Да, я думаю, по соотношению... Хотелось бы какой-то пример, да, чтобы понимать. К примеру, если показатель за месяц первого квартала может стоять в 100 миллионов рублей, и он может выполниться на 97%, да, то показатель за июнь месяц, он может стоять, бюджетное задание так называемое, в 250 миллионов рублей, то есть значительно выше, потому что это начало курортного сезона, где идет приток основных видов доходов. А исполнение может быть гораздо меньше, чем в том месяце первого квартала. Спасибо, да, из этого можно пример. вести расчет определенно. Да, пожалуйста. Анаид Гагарян, «Эхо Кавказа». Хотелось бы поговорить о пенсиях. Вчера прозвучала информация, что выплата абхазских пенсий, я так поняла, да, график будет сдвинут на неделю. И по поводу пособий, да, тоже хотелось бы, чтобы вы сказали, как производятся социально уязвимому населению, да, то есть планируются выплаты какие-то дополнительные, может быть. Спасибо. Спасибо. Российская пенсия якобы тоже будет задерживаться, хотя это может быть даже нереально, но такие слухи ходят. На самом деле вчера обсуждался вопрос о возможном изменении сроков выплаты пенсии
за счет средств пенсионного фонда, бюджета пенсионного фонда Республики Абхазия. Это все связано с тем, что, возможно, будет предложение о так называемом реверсе выплат пенсии. Если российская пенсия начнет выплачиваться 18-го с одного района, реверсом пойдет с другого, вот они даты могут состыковаться и быть вместе. То есть, чтобы уровень доходов пенсионеров в наших районах, он сильно не колебался, хотя, конечно, говорить о таком уровне доходов пенсионеров не стоит, но тот, который обеспечивается за счет средств пенсионного фонда. Возможно, речь шла об этом, и предложения будут сформулированы в этом ключе. Но я по пенсионному фонду хочу сказать несколько шире, если вы не возражаете. Дело в том, что выпадение доходов государственного бюджета это лишь часть бюджетной системы. Мы наблюдаем аналогичную ситуацию и в пенсионном фонде. Дело в том, что расходы пенсионного фонда в месяц достигают от 90 до 94 миллионов рублей, что в принципе в этих условиях тоже полностью не обеспечивается источниками. Республиканский бюджет, законом о республиканском бюджете предусмотрены дотации пенсионному фонду в объеме 137,5 миллионов рублей. Уже 115 предоставлено, то есть с опережением за такое короткое время. Это вот мы оказываем поддержку. Вот в этой связи здесь и исполнительные органы пенсионного фонда, да, сами тоже предпринимают меры по мобилизации. Кстати, хотел бы заметить, что задолженность плательщиков в пенсионный фонд на сегодняшний день составляет более 350 миллионов рублей. Причем эта задолженность от налоговых агентов, юридических лиц. Это, наверное, в определенном смысле, с экономической точки зрения, наверное, можно тоже рассматривать как предоставление бессрочного, ну это так, фактически, беспроцентного пользования средств пенсионного фонда. При этом, когда обращается внимание, а есть ли задолженность по выплате заработной платы в этих организациях? Задолженности нет по выплате зарплаты, а задолженность в пенсионный фонд есть. Ну, я так полагаю, что в некоторые другие фонды тоже есть. Вот это вот, мне кажется, что здесь такого не должно быть, как минимум. В отношении российской пенсии здесь никаких опасений нет. По сегодняшний день пенсия поступает своевременно, в необходимом объеме. И вот я так полагаю, что там сложностей и других каких-то неожиданностей не должно быть. По пособиям, по пособиям, да. Пособие тоже отдельная категория расходов бюджета. Несомненно, вот в настоящее время очень многие люди попали в трудную жизненную ситуацию. И, несомненно, им необходимо оказывать поддержку. Но сегодня такие меры предпринимаются, ну, оставалось желать бы лучшего, да, вот, чтобы поддержать этих людей. Естественно, об этом заботится руководство страны, там осуществляются различные меры по оказанию адресной материальной помощи лицам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Но системно к этому надо подходить. Это очевидные вещи. Спасибо.
Вот как раз к этой теме, да, дополнение. Пакет мер по поддержке предпринимателей был разработан, получается, Да, да, да. и не один раз, то есть к этому подходили, к этому вопросу. Сначала в марте тоже был принят определенный декрет, который тоже предполагал определенные меры поддержки для предпринимателей. А вот если говорить, как вы сейчас подошли как раз к этому вопросу, малоимущие слои населения, да, в перспективе, как вы считаете вообще, они могут рассчитывать на какую-то вот поддержку, да, на государственном уровне? Сейчас как-то вот благотворительные какие-то организации организовывают помощь, а вот на государственном уровне? Ну, я так полагаю, что это, наверное, одна из основных задач и функций государства, да. Что за собой влечет жизнь в нынешних условиях? Есть, если объективно говорить, несомненно, есть риск увеличения безработицы. Вот это тоже очень важный аспект, на который надо обратить внимание. Сейчас прежде всего надо об этом заботиться, об этом подумать, повысить занятость населения. Когда трудоспособное население находится в активной экономической фазе, тогда, разумеется, такие меры, как поддержка адресная, она становится уже менее уязвимой. Кстати, я хотел бы сказать об очень интересном факте, на мой взгляд, что за последние 2 месяца оборот земли сельхозназначения в нашей стране увеличился в 3 раза. Вот здесь как раз-таки есть все предпосылки подумать о том, что необходимо поддержать аграриев, да и в принципе сельскохозяйственную отрасль в целом. Это вот такой очень важный аспект. Это как мы иногда слышим, да, в кризисное время творческие таланты ярче проявляются. Ну, может быть, вот как раз это тот случай. Спасибо. Ну, на какие-то выплаты, то есть пока рассчитывать как-то не приходится. Так получается? Можно рассчитывать на те выплаты, которые предусмотрены законодательством. Это несомненно. Об этом я Да, спасибо. говорю, да. Вопросы? Ну, понятно, что та кризисная ситуация, связанная с пандемией и вообще с процессами, происходящими в мире, она требует такого рачительного подхода к бюджетным средствам, к их экономии. Скажите, пожалуйста, вот есть ли у нас какие-то вот ресурсы, резервы экономии расходов бюджета? Какими они вам видятся сегодня? Да, очень хороший вопрос. Я вот в развитии мер, которые будут разрабатываться в соответствии с поручением президента по стабилизации бюджетной системы в этих условиях, я бы хотел предложить меры на обсуждение, естественно, коллег, правительства по конкретной приоритизации расходов бюджета, при этом опираясь прежде всего на расходы социального характера, отдельные виды расходов перенести на более поздние сроки. Вот. В этом смысле, конечно, можно было бы готовиться к изменениям самого бюджета, или как мы иногда его называем секвестированию. Но все-таки лучше всего оценить ситуацию до конца, вот, оценить риски, и если такая необходимость возникнет, то только в этом случае предложить нашим законодателям рассмотреть вопрос об изменении параметров бюджета. Ну, на наш взгляд, пока отдельные расходы можно перенести на более поздний срок. Бадрий Сява, «Спутник Абхазии». У меня 2 вопроса в продолжении уже обсуждаемых тем. Первый – это касательно абхазской пенсии. Последний раз эта пенсия была увеличена до 500 рублей 11 лет назад. С тех пор ставка не менялась. Скажите, пожалуйста,
может быть, еще не совсем своевременный вопрос, но все-таки ставить ли перед собой правительство Абхазии задачу на определенный год по увеличению размера пенсии, допустим, с 500 рублей до 1000, скажем, в 2025 году, к примеру. И второй вопрос. Предприниматели Абхазии уже не впервые обращаются к руководству страны с просьбой о пересмотре ставки НДС. В этот раз они попросили снизить ставку или же отсрочить платежи по нему. Что об этом думает Минфин и лично вы? И сколько может потерять Абхазия, если ставка НДС будет уменьшена? В отношении повышения размера пенсий. Несомненно, здесь нет вообще никаких других подходов, или там говорить нет, не думаем. Да, такого не происходит. Но когда производится расчет индексации пенсии, то объем средств, необходимый на увеличение, он физически пока неподъемный. Я не уверен, что в 2022 либо 2023 году это может произойти значительно, сможет произойти, но к этому, несомненно, надо подходить. Я с вами здесь полностью согласен, это никакой критики не выдерживает. Значит, пенсия, назначенная по возрасту в размере 500 рублей, такого не должно быть. Вот. Это происходит очень давно из-за того, что вот нет средств, не поднимается. Отдельным категориям пенсионеров повышение происходит, а вот такой самой большой категории она пока еще, к сожалению, остается на прежнем уровне, несмотря на то, что уровень инфляции ежегодно вот растет и растет. Совещание, которое недавно проходило под руководством премьер-министра, на нем присутствовали представители бизнеса нашей страны, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Обсуждали, несомненно, первый вопрос стоял, это реализация закона о налоге на добавленную стоимость, применение отдельных норм этого закона, его влияние на экономику страны, на государственный бюджет, НДС как меры поддержки национального производителя. Обсуждались вопросы порядка применения льгот, установленных перечнем. Конечно, сам закон, несомненно, вызывает очень много вопросов. Вот. Ну, естественно, порождает много мнений. Но в одном точно можно согласиться, что в этот закон необходимо вносить изменения. И были такие предложения среди предпринимателей, которые могли позволить изменения действующего закона, к примеру, в части увеличения срока в отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость, вот, изменения перечня товаров, которые не подлежат налогообложению. Сам по себе налог на добавленную стоимость, конечно, является очень стабильным и устойчивым источником налоговых поступлений в бюджетную систему республики. Он является лидером среди всех остальных, и его уровень достигает до 30%. Вот. В этой связи хотелось бы, чтобы готовящиеся изменения в закон о налоге на добавленную стоимость прежде всего создали условия предсказуемости налоговой нагрузки на бизнес.
справедливости налогообложения, равного налогообложения объектов, изменение перечня, несомненно, товаров, которые не подлежат налогообложению. Вот об этом, обо всем шла речь. Я так полагаю, что встреча не последняя, да, и мы обязательно еще встретимся, и премьер-министрам даны поручения именно проработать вот эти все предложения, потом обсудить еще раз и уже выйти с общим консолидированным решением. Вот в условиях, в которых мы сегодня находимся, в экономических, да, условиях, на мой взгляд, меры, которые приняты, указаны в распоряжении президента, вот они, естественно, смогут позволить поддержать субъекты предпринимательства. Но к ним я еще могу отнести такие меры, как взвешенная денежно-кредитная политика и фискальная. Разумеется, вот это все в совокупности позволит более устойчиво держаться на плаву предпринимательству. К вопросу об НДС все-таки еще уточнение. Как вы думаете, в перспективе снижение ставки может ожидаться? И еще один вопрос. Насколько мне известно, на совещании также обсуждался вопрос условий взимания, то есть чтобы предпринимателям разрешили платить после реализации НДС, то есть не как сейчас на границе, а вот уже после реализации товара. Вот со ставки начните, пожалуйста. Ну, да, действительно, на совещании были такие предложения, значит, градация по видам товаров, по объектам налогообложения с учетом различных ставок. Но, откровенно говоря, мое субъективное мнение, пока вот оно связано с тем, что дробление ставок, оно не даст никакого экономического эффекта, оно повысит управленческие расходы в организации. Дело в том, что в организации могут быть различные виды деятельности, которые облагаются различными видами налогов, а еще из этих видов налогов различные ставки, но это точно не подход самой налоговой системы. Что касается снижения ставки, и об этом шла речь, но здесь надо объективно оценить ситуацию, то есть дать финансовую, как говорится, финансовую оценку. Здесь, конечно, к этому надо подходить весьма осторожно, вот, и, несомненно, мы над этим тоже подумаем. Все-таки вот после реализации товаров, скажите, какие риски это влечет для государства, да? После реализации товара мы прекрасно понимаем, что налог после реализации товара имеется в виду не взимать на границе. При завозе. Да. Конечно, такой подход тоже был предложен предпринимателями, но его реализация должна сопровождаться после принятия отдельных мер. После реализации товара на территории Республики Абхазия только с определенным режимом налогообложения, или с определенными условиями налогообложения, и только с обязательным применением контрольно-кассовой техники. Налог на добавленную стоимость в таком виде, в котором он сейчас применяется, он применяется, ну, будем так говорить, это международная практика, это смысл налога на добавленную стоимость. Вот. Другое дело, да, это стало неожиданным, вот его применение сразу в 2016 году. Я считаю, что можно было дать время подготовительного этапа, чтобы бизнес сам сориентировался, значит, предсказал свои финансовые риски, посчитал экономическую целесообразность ведения бизнеса. Вот здесь, да, вот здесь я согласен, что можно было срок вступления налога на добавленную стоимость несколько отсрочить. У меня два вопроса, но один продолжение темы НДС. Когда он вводился, один из аргументов в пользу введения
внесение изменений, введение ввозного НДС, импортного НДС на целый ряд товаров был связан с тем, что надо поддержать местного производителя. И вот у обывателя возникает вопрос, кто такой местный производитель, к примеру, бытовой техники? И через сколько лет у нас появится завод по производству холодильников, телевизоров и прочее? Это первый вопрос. Я сразу задам второй, чтобы коллеги имели возможность. А вы сами, будучи, так сказать, в прошлый раз министром финансов, очень много говорили о финансовой дисциплине, следили, я и по совместной работе знаю это. Вот сегодня, когда читаешь, допустим, материалы контрольной палаты, там очень много вопросов, связанных с нарушением финансовой дисциплины, с нецелевым использованием бюджетных средств и так далее. Вот как, понятно, что вы не так давно приступили к деятельности, но все-таки, как вы сегодня оцениваете ситуацию с финансовой дисциплиной? Какие меры, может быть, предпринимаются или будут предприняты? И останутся ли замечания контрольной палаты на бумаге и на сайте, или все-таки им будет дан какой-то ход? Может быть, это не только к вам вопрос, но все-таки. Да, благодарю, Анна Михайловна, спасибо. Очень яркий пример по поводу бытовой техники, несомненно. Но здесь можно, наверное, следующим ответить. Как пример приведу. Импорт тех товаров, которые производятся в Республике Абхазия, к примеру, той же самой воды, которая сегодня, как мы говорим, там, облагается ввозным НДС. В случае, если понадобится местному производителю обратиться за кредитными ресурсами в кредитную организацию о расширении своего бизнеса, и одновременно будет рассматриваться кредитной организацией предложение о предоставлении кредита бизнесмену, который осуществляет импорт воды, здесь несложно догадаться, какое решение примет банк. Конечно, он предоставит кредит бизнесу, который осуществляет импорт, если налог на добавленную стоимость на границе не будет взиматься. Вот эта мера, которая стоит как защитная. Вот в этой связи. Конечно, до бытовой техники, видимо, еще далеко. Надеемся, в обозримом будущем у нас много изменится к лучшему. Считаю, что на бытовую технику и на другие позиции можно в индивидуальном порядке предусматривать. Там вот как раз-таки закон дает такие полномочия устанавливать ограничения, расширять их, и так далее. Вот в этой связи. Что касается мер по осуществлению государственного финансового контроля, в частности, которое осуществляет контрольная палата. Здесь, конечно, в тесном и полном взаимодействии и с контрольной палатой Республики Абхазия, и с другими органами государственного финансового контроля Министерство финансов, безусловно, сотрудничает. Я замечу, что по предписаниям контрольной палаты финансовыми органами нашей страны применяются меры бюджетного принуждения, и достаточно серьезные, и достаточно на большие объемы. Конечно, несомненно, усиление контроля за целевым использованием бюджетных средств — это вот как раз та мера, о которой указано в распоряжении президента. Это стоит как одно из основных мер контрольной деятельности, в том числе и Министерства финансов. Скажите, пожалуйста, сколько времени, назовем это так, финансово-экономическая устойчивость Абхазии выдержит в условиях закрытых границ? И, допустим, если все-таки этим летом границы по реке Псо откроются, туристы поедут к нам, Абхазия сможет исправить ту экономическую ситуацию, которая сложилась самостоятельно, без внешней помощи, в том числе дружественного государства соседнего?
Спасибо. Ну, я так полагаю, последние фразы без внешней дополнительной помощи, да, дополнительной. Несомненно, если ограничительные меры позволят, вернее, снятие их, безусловно, позволит открыть границы, и у нас будет динамично развиваться экономика, это нам в большей части позволит финансовую устойчивость, как говорится, да. И сейчас я не говорю вообще о развитии экономики. Сейчас прежде всего надо добиться стабилизации ее, а развитие уже там следующие этапы. И я полагаю, что рост дефицита бюджета неизбежен. Сегодня он составляет 302 миллиона рублей. Это значительные объемы дефицита. И как мы с вами прекрасно понимаем, что я так думаю, что об этом просто конкретно не сказал, но вот сейчас в дополнение скажу, что источников финансирования дефицита мы тоже стабильных не предвидим. Так что не будем, еще раз я повторюсь, не будем сгущать краски. Естественно, надеемся только на перспективу хорошую, безусловно, благодаря чему нам удастся выйти из этого кризиса. Спасибо, коллеги. Я напоминаю, у нас в студии был министр финансов республики Владимир Делба. До встречи в эфире. Спасибо.